Конечно, мы выступали не только перед нашими ребятами, там стояли и другие подразделения из других городов. Мы чувствовали, что мы нужны, потому что мы же привозили частичку нашего Татарстана, доносили до наших сослуживцев, как письма с родины, которые пишут мамы, дочери, жены. Наша служба сурова порой, забываем про сон и покой. Где-то снова тревожный сигнал раздается в ночи и летит сквозь туман и дожди наш патрульный наряд и спасти чью-то жизнь мы должны успеть. Это долг, это честь. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня я поздравляю всех защитников Отечества с праздником. И мы для вас приготовили сюрприз. Сегодня с нами вокальный ансамбль Министерства внутренних дел Республики Татарстан «Хорошее настроение». Встречаем! Здравствуйте! Здравствуйте. С праздничком вас, дорогие! Спасибо. Приветствую. Здравствуйте. Вокальный ансамбль МВД по Республике Татарстан «Хорошее настроение». Ансамбль был создан в мае 2001 года при поддержке Министерства внутренних дел Республики Татарстан. Руководитель ансамбля – заслуженная артистка Республики Татарстан, майор внутренней службы Эльвира Лазарева. За годы творчества коллективом было создано более 1000 композиций о работе органов внутренних дел, о родном Татарстане и России. В его состав входят сотрудники органов внутренних дел республики Эльвира Лазарева, Ильмира Насырова и Ильшат Гельмияров. Участники музыкального коллектива неоднократно становились лауреатами различных всероссийских и международных конкурсов, таких как телевизионный конкурс «Виктория» в Москве, Московский международный фестиваль армейской песни в Зеленограде, международный конкурс «Славянский базар» в Витебске и многие другие. Мы пришли не с пустыми руками. Мы хотим подарить вашей передаче, возможно, вам лично, вот такую замечательную тарелочку. Ну и, как говорится, что с Традиционное пустыми... угощение татарское. Потому что Сладкое. нам очень часто приходится ездить в командировки. И никогда мы без чак-чака не едем никуда, потому что очень Поэтому нравится решили к вам прийти нашим именно с гостям. чак-чаком. Вы сделали правильный выбор, потому что чак-чак-то мы съедим, а вот эта красивая салатница останется на память. Ну, мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям вашим. Хотим пожелать всем нашим мужчинам удачи во всем, здоровья, благополучия. Ну а я хотел бы заметить, что люди в погонах бывают не только мужчины, но и, как видите, женщины, которые тоже стоят на защите нашего Отечества. Отличные поздравления, осталось все только закрепить красивой песней. Прошу. В нашей жизни знает каждый, настроение так важно. На работе, дома и в кругу друзей мы поем, чтоб стала жизнь светлей. День за днем мы поем, настроение дарит. Честь для нас и лучшая награда. И пускай этот мир мы не сможем изменить, улыбнись, нам большего не надо. Браво! Молодцы! Но мы не зря вот спели эту песню, потому что у нас основное блюдо будет называться как? Боевой Настрой. Настрой у вас действительно боевой, большое спасибо. Но остался один нюанс. Я предлагаю сейчас быстренько переодеться в наши боевые наряды и начать готовить. Дорогие наши гости, расскажите, пожалуйста, в чем же секрет блюда «Боевой настрой»? Самый главный секрет в том, что это блюдо изобретено лично нами. Мы часто бываем в командировках, и там особо времени нет готовить что-то там. А блюдо, в принципе, диетическое и подходит Диетическое, абсолютно всем. Очень легкое, не калорийное. Это мясо индейки, это баклажан, это перец, помидор, лук, Кабачки. кабачки И хорошее настроение. И И хорошее хорошее настроение. настроение. Ильшат, раздавай, пожалуйста, команды, кто что будет делать, а потом уже я буду задавать вопросы. Поскольку ты у нас самый опытный здесь, я тебе предоставлю
такую честь. Мои любимые занятия, кстати. Нарезание Спасибо лука. большое. Эльвире Еще, да? Барановне я дам баклажан. Самое тяжелое. Пока что один, наверное. Так, баклажанчик. Один. Ну и кабачок заодно сразу. Заодно и кабачок. Нет, побольше, давай. Да. Вот. Так, я помидоры. Ну да. Хорошо. Эльмире я дам помидоры и перец. А мясо порежет у нас Ильшат. Мясо порежу я. Ну все, начинаем готовить. Ну и для начала я предлагаю познакомиться с ансамблем поближе и передаю слово заслуженной артистке Республики Татарстан, руководителю ансамбля Лазаревой Эльвире. Эльвира, расскажите, пожалуйста, майору внутренней службы. С начала творческой деятельности началось это в 2000 году, 17 лет назад. 17 лет назад, да, в мае месяце у нас будет 17 лет, как мы существуем. Вот. Начинали мы это творчество с Эльмирой, Эльмира Насырова. Прошли мы много поездок у нас было, концертных площадок. Ильшат Гильмияров поет замечательно. Он, конечно, с нами недавно. Всегда говорят, что тяжело о себе говорить, да, но за 17 лет, конечно, у нас было очень много конкурсов. Мы лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Славянский базар, город Витебск, 2007 год, когда мы привезли 2-е место оттуда. Милосердие белых ночей. Милосердие. Виктория раньше была телевизионная передача. Когда поют солдаты, всегда мы привозили призовые места. Главное, я хочу сказать, что если бы не была поддержка нашего руководства МВД, то я так думаю, что у нас бы и не было. Потому что, когда мы начинали, был Азгат Ахмедович Сафаров, который нас всегда поддерживал, Фуат Калафеевич Зинуров. Сейчас он начальник Казанского юридического института. Артем Валерьевич нас поддерживает, когда приходят письма, допустим, в Москву ехать с каким-то концертом. Вот пришло письмо накануне в Чебоксары, то есть они в нас верят. Они в нас верят, что мы не подведем их на больших концертных площадках России. И мы всегда оправдываем их доверие. Эльмира, расскажите немножко, вот вы, например, о репертуаре. Репертуар у нас Это не только военные песни же. очень разнообразный репертуар. У нас как патриотические песни, так и лирические. На концертах мы поем сами только пишем. авторские, в основном только авторские вещи. Пишет нам Оксана Гурьянова и свои. У нас И Эльмира сами пишет, тоже пишем сами. песни. И я попрошу вас исполнить сейчас одну из них. Мне бы очень хотелось спеть песню про нашу великую родину Россию, потому что нам приходилось очень много ездить в командировках, и очень многие наши друзья поют эту песню, и мы с удовольствием хотели бы ее исполнить. Над полями, над лугами, над озерами синими солнце круг, ты величием и славою окутана Россией, все тебя зовут. Сколько вынесла ты горя, несгибаемая Русь, поднималась из руин, я тобой горжусь. Ты в лихие фронтовые хоронила детей своих, боль терпя, но под тяжестью ударов не сломалась, веря, что взойдет вновь заря, и заколосятся нивы, и воспрянет духом Русь. Я люблю тебя, Россия, я тобой горжусь. Это моя страна, лучше я страны не знаю. Это моя страна, матушка Русь святая. Это моя страна, необъятна и красива. Это моя страна, имя ее Россия. Эльвира, следующий вопрос к вам. Вот у вас сейчас трио. А не было ли когда-нибудь желания вообще квартет создать или еще больше, на 6 человек в коллектив? Нет, у нас был квартет. Ага. Вот. Сейчас у нас одна должность вакантна. А, Так что в если нас, поисках. да, мы в поисках 4-го солиста. Ну, поскольку мы говорили о мужчинах, те, которые служили в армии, обязательно, ну, чтобы здоровье было хорошее, ну и, соответственно, голос хороший. Если есть желающие петь в
вокальном ансамбле МВД «Хорошее настроение». Мы вас ждем в культурном центре МВД Республики Татарстан. Вы там нас найдете. Но хочу сказать, что служба нелегкая, командировки. То есть могут поднять по тревоге в любой день, сказать, Конечно, завтра концерт. Конечно. Руслан, нам нужна водичка, чтобы немножко горечь ушла из баклажанов. Сюда водичку. Кипяточек, Да, да? кипяточек, да. Надо посолить немножко. То есть чуть-чуть добавить соли. Да, чуть-чуть добавить соли, чтобы у нас ушло. Не хватит. Вы знаете, в МВД есть известная фраза «Наша служба и опасна, и трудна». Она относится к вашему ансамблю? Да, конечно. Однозначно. То есть вы тоже бываете в горячих точках? Но первая поездка у нас состоялась в 2001 году. Мы еще сами даже не знали, куда мы едем, что мы там будем делать. То есть, поэтому мы даже не представляли. Но это была вторая чеченская кампания. Мы приехали в город Гудермес, там просто были руины, кругом воронки, полуразрушенные здания. Ну и, конечно, было, да, страшновато. И случился такой случай, что одну девушку хотели украсть. Это было ужасно. Да, и всю ночь не спали. А Эльвира спала в бронежилете, в каске, с фонариком и с автоматом. Лежали и боялись, потому что эта фраза, что сегодня вас украдут, нас просто убила, и мы понимали, что нас охраняют. Все равно же внутри вот это, когда где-то там стреляют, какое-то волнение. В общем, практически 4 дня и 4 ночи мы не спали. То есть у нас не было времени, мы переезжали с одной точки в Ханкалу, в Гудермес, в Джалку, то есть выступали перед ребятами. Мы чувствовали, что мы нужны, потому что мы же привозили частичку нашего Татарстана. Конечно, мы выступали не только перед нашими ребятами, там стояли и другие подразделения из других городов, там, Москвы, Санкт-Петербурга, да, со всей России, доносили до наших сослуживцев, как письма с родины, которые пишут мамы, дочери, жены. Но вот мы хотим сейчас исполнить одну из любимейших песен наших ребят, потому что все просят обязательно, если когда у нас идут концерты, говорят, пожалуйста, спойте вот эту песню. Наша служба сурова порой, забываем про сон и покой. Где-то снова тревожный сигнал раздается в ночи и летит сквозь туман и дожди наш патрульный наряд и спасти чью-то жизнь мы должны успеть. Это долг, это честь, если где-то беда, мы на помощь всегда придем. Сквозь дожди и снега, темной ночью и жарким днем, мы на страже добра и любви. Через сотни и тысячи лет будем снова стоять на посту, защищая от бед. Вас от бед! Дорогие зрители, после небольшой паузы мы продолжим готовить замечательное блюдо под названием «Боевой настрой». Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня, напоминаю, для вас готовят Эльвира, Эльмира, Ильшат. А вместе это вокальный ансамбль Министерства внутренних дел Республики Татарстан «Хорошее настроение». Спасибо, что пришли. Сегодня мы отмечаем праздник 23 февраля и накрываем красивый стол. Блюдо под названием «Боевой настрой». Да. Сейчас у нас финальный этап приготовления блюда. Но мы расскажем телезрителям, что же мы сделали. Прошу, Эльмира. Эльмира правильно скажет. Бланшировали баклажан, Баклажан. в подсоленной Да. воде, чтобы убрать горечь. Так, только что мы порезали Базилик. базилик. Тут кабачки свежие. Кабачки. Покрошили кабачки, перец, Помидорчики. помидоры, отбили мясо. Ильшат отбил мясо. Так, а я порезал лук. Лук. Замечательно. Все готово. И теперь самый интересный Начинаем. процесс для зрителей. Прошу. Да. Соль, перец. Так, на фольгу мы Да. положили мясо. Так, давайте так вот по чуть-чуть. С Каждый. одной, с другой тоже. Так, с каждой стороны солим, перчим. На. Ильшат. Так. А я напоминаю зрителям, что мы сегодня готовим индейку. Какой слой из ингредиентов будет дальше у нас? Лук. Сейчас Лук, будет да? лук, да. То есть сверху. Лучок, немножко лучка. Ну, вот так, чтобы закрыть
Полностью. поверхность, да. Так, прошу. Баклажанчики. Так, Прям вот, второй слой баклажана да, прям вот выкладывай, полностью. чтобы, да, вот, сочно было. Эльвира, как руководителю ансамбля задаю вам вопрос. Надеюсь, вы сможете раскрыть самый главный секрет. Как же все-таки образовался ансамбль ваш? У нас в МВД каждый год проходит конкурс художественной самодеятельности. Ну и мы принимали участие. Эльмира, у нас еще с нами был такой Рамиль Хисам, он, к сожалению, ушел на пенсию. Вот. И мы выступали, кто-то в авторском исполнительстве, просто исполнительское То мастерство. есть сольно выступали? Сольно, да, сольно выступали. Тогда я взяла гран-при. Эльмира взяла первое место. Рамиль на нас был немножко обижен, потому Да. что у него было второе место. И когда, ну, кто поет, тот знает, что когда голоса сочетаются, ну, это слышно. Я подошла к ребятам. Ребят, я говорю, а давайте попробуем. Ну, все поют поодиночке, а давайте вместе что-нибудь исполним. И тогда мы собрались. Без репетиции мы поехали в город Санкт-Петербург на «Милосердных белых ночей». Мы репетировали в поезде. Тогда мы пели «И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз». И хорошее настроение не покинет больше вас. И в поезде мы себя назвали «Хорошим настроением». Так, следующий слой у нас свежие, да, кабачки? Кабачки тоже чуть-чуть посолить, поперчить надо. Тоже Чуть-чуть, добавить. буквально, да. Кстати, вы заметили, мы Каплюшечку. четвером на кухне, да, и никто никому не мешает. Мы Все команда. гармонично. Мы команда. Кстати, а вот вы в ансамбле, вы команда только на сцене или когда приходите уже с выступления, тоже дружите, общаетесь с семьями? Ну, конечно. Конечно, общаемся. Не надоели за 17 лет? Я не знаю, я тебе надоела за Да вроде 17 нет лет. пока. Более того, я добавлю, мы даже по воскресеньям созваниваемся, решаем какие-то общие вопросы. Да. По воскресеньям, вечерами. То есть работа наша и общение наше, оно не заканчивается. А ваши близкие-то внутри семьи не ревнуют, что вы целыми днями на работе? И приходя домой, тоже говорите о работе? Нет. У меня муж не против моей работы, меня ему муж очень творческая нравится. У меня личность. тоже муж творческий человек, он художник, и поэтому мы друг друга понимаем бывает. просто с полуслова. То ли дело супруга Ильшата? Давай, Ильшат. Ну, ты знаешь, на самом деле, все с пониманием и даже поддержкой, я даже скажу. Потому что без поддержки близких людей вообще ничего Об этом можно невозможно. только мечтать. Говоря полицейским языком, тыл у нас обеспечен. Так, все у нас готово, да? Да. Для того, чтобы отправить Нет еще. Нет, еще Нет пока еще? не все, потому что у нас остался перчик и перчик. базилик. тоже все по чуть-чуть, да? Да. Уже Потому что можно у нас вот так вот сделать, Руслан. маленький нюанс. Маленький нюансик, да. Нужно Базилик, ага. подсолнечное масло. Ну, Немножечко, да? Да, Да, Как? сверху полить, чтобы мясо... Сверху. То есть сверху прям? Сверху, Да, сверху, да, чтобы не пригорело мясо. Так, пожалуйста. Так, я сейчас приготовлю противень. Я думаю, подойдет. Да. Отлично. Да, конечно. Кстати, на нем у нас всегда все получается очень вкусно. Правда? Мы закрываем блюдо или нет? Да. Закрываем Полностью, да? полностью. Круто. Пожалуйста. Раз, два. Так, кусочек номер 3 и номер 4. Отправляем наше блюдо в духовочку на 30 минут при температуре 200 градусов. Опа. Но это Ага, еще не так, все, я знаю. Пока у нас есть время, мы быстренько приготовим блюдо номер 2. Оно называется... Хорошее Салат. Салат, настроение. хорошее настроение. Индейка с овощами – боевой настрой. Филе индейки разрезали вдоль, отбили, поперчили и посолили с двух сторон. Баклажаны нарезали колечками и пробланшировали в подсоленной воде. На фольгу выложили мясо и присыпали измельченным репчатым луком. Сверху добавили слой баклажанов, затем поочередно слои помидоров и кабачков, нарезанных кружочками, болгарского перца, нарезанного кубиками, и базилика. Все еще раз поперчили, посолили и приправили растительным маслом. Завернули фольгу конвертом и отправили в духовку на 40 минут. Руслан, салат очень легкий, поскольку у нас очень много командировок, мы даже этот салат делаем на выездах, да? Здесь все готово, смотрите. Все готовый готово. ананас, Да. готовый Смотри, кукуруза. берем салат. айсберг салат. Айсберг. Выкладываем Легким движением руки. руки, да. Так, можно. ананасы. Ананас. Ананас. Кусочками. Кусочками. Консервированные. В магазинах продается во всех. Кукуруза. Все ингредиенты такие солнечные, да? Ананас, дамы красивые. да, ананас желтенький, кукуруза желтенькая. Почему и называется хорошее настроение? Так, Да, а тебе остается... копченая курочка здесь у нас. Да, копченая курочка. Вот мелко-мелко. Мелко. То есть мы ее мелко режем и добавляем И добавляем последним сюда. ингредиентом.
Смешиваем с майонезом, С майонезом. С майонезом. Ну, а пока ты режешь, мы для тебя Поем споем. песню. Раз мы на передаче «Секреты кухня». татарской кухни», конечно же, мы никак не можем не спеть про наш любимый Татарстан. Сколько глобус не крути, не найти те пути, что довелось нам пройти. Там раскинулись леса и поля, а ведь это все родная земля. И по карте взглядом как не броди, не отмечены грибные дожди, не подписаны родные места. Только истина близка и проста. Это Татарстан, Татарстан. Это родина моя, Татарстан. Здесь мы дружная семья, пусть опять солнце над тобой встает и поет. Татарстан, путеводная звезда, Татарстан. В моем сердце навсегда, знаешь сам, нам навек судьбою дан Татарстан. Браво! А я успел нарезать курочку. Прошу, добавляйте. Мы ее сейчас заправим майонезом и попробуем оба блюда. Первое – индейку, запеченную в фольгу с овощами, и салат «Хорошее настроение». Куриную грудку нарезали кубиками, добавили к ней кукурузу, ананасы, листья салата и заправили майонезом. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Дорогие наши гости, наступил самый вкусный момент нашей программы. Мы будем пробовать оба наших блюда. На первый у нас индейка под названием Боевой настрой. Давайте настроимся, возьмем вилочки. Прошу вас. Вот. Изумительно. Очень нежно. Ильшат, продолжайте. Эльмира. После этого блюда, поверьте, ваше настроение 100% будет хорошим. Ну и мы сейчас переходим к салатику. Эльвира, прошу, как руководитель ансамбля, разложите все по местам. Да. Салатик называется у нас «Хорошее настроение». И главный его ингредиент – это копченая курочка. Смотрите, какой он красивый, солнечный такой. Смотреть времени нет, нужно пробовать. 4. Такой хрустящий. Это салат командировочный. Вот ты ездишь на гастроли, возьми себе на заметку. Готовится легко, быстро Быстро. и вкусно. Мы еще раз хотим поздравить всех наших замечательных мужчин с прекрасным праздником, праздником сильных, мужественных, смелых. Здоровья вам, любви, благополучия. Удачи, счастья. Всем тем, кто стоит на защите нашей отчизны, с праздником. И самое главное, мирного неба над головой. От всей души поздравляем вас с 23 февраля и дарим очередную красивую песню. Светло и радостно на сердце, когда ты любишь и любим, когда ты знаешь, что под солнцем ты в этом мире не один. К чему нам ссоры и обиды? Поверь, нам нечего делить. Земля наш общий дом, и вместе его должны мы сохранить. Мы вместе воскликнем дружно, мы сила, и все, что нужно, протянем друг другу руки свои. Мы вместе, и слов не нужно, ты просто кому-то нужен. Давайте всем людям радость дарить.
Большое спасибо. Ансамбль «Хорошее настроение» сегодня действительно порадовал нас. Было и вкусно, весело и музыкально. Смотрите нас каждую неделю. Это была программа «Секреты татарской кухни» на телеканале ТНВ. Пока-пока.